Защитники Дхармы, вырвите мое сердце. Великое могущество всегда вырастает из великой веры и глубинной мудрости. И именно тех, кто воплотил в себе веру и мудрость, помнят в веках. О них слагают гимны и легенды, их почитают, на них равняются и им поклоняются. Аюши хан родился в Джунгарии в поры ее расцвета и могущества. Его дедом по матери был легендарный джунгарский правитель Ирдне Баатыр Хюнтеджи, а по отцу – волжский владыка Шикырдечин. В 1654 году, приглашая Заяпандиту калмыкам, дед Аюши Шикырдечин забрал своего внука с собой на Волгу. Бесспорно то, что юный Аюши встречался с Заяпандитой в Джунгарии до отъезда в калмыцкие степи. Мы также можем с уверенностью говорить, что встречались они и в 1655-1656 годах, во время второго приезда великого айратского ламы, кочевавшим в российских пределах калмыкам. Именно Заяпандита и Шикырдечин зародили глубокую веру в Будду в маленьком мальчике. В 1737 году, уже после смерти Аюши хана, выдающийся калмыцкий историк, ученый лама, последователь Заяпандиты М.Ч. Гаван Шераф написал свою прославленную работу «Сказание о Дербен-Айратах». Он написал ее тогда, когда воспоминания о великом калмыцком хане еще были свежи в памяти его современников. Описывая деяния великих правителей айратов, Гаван Шераф вспоминает и Аюши хана. Калмыцкий летописец описывает то, как Аюши хан во время своего ежедневного поклонения грозным защитникам калмыцкого народа в ханском Сюме, став на колени перед статуей гневного и могучего Ямантаки, молился: «Нанлая делькимун бурхнаша джинды хоркюр херцетхля, но мин секуйсын зюрким этюр соглая». Если человек такой же влиятельный, как и я, задумает причинить вред учению Будды, защитники Дхармы, вырвите мое сердце. Могучий и бесстрашный, справедливый и снисходительный хан, стоя на коленях, молил о том, чтобы человек, такой же влиятельный, как и он сам, не смел навредить учению Будды. Он просил, чтобы грозный Ямантака наделил его силой пресечь тех, кто осмеливался посягнуть на веру. Он выступил гарантом того, что дело Цаганно Минхана и Дунхор Хутукты, Нинзан Хутукты и Заяпандиты будет продолжено беспрепятственно. И если кто-то посмеет причинить вред учению Будды, пусть защитники Дхармы вырвут его, Аюши, сердце, если он допустит подобное. Искренне верим, что нынешние калмыки, так же как и их великие предки, стояли колено преклоненными только перед своими грозными хранителями и защитниками, и чтобы молили о процветании и благе своей Родины. И не только молили богов, но и как Аюши хан, не жалея ни сил, ни жизни, трудились на благо своего народа. Уважаемые зрители, Кынте Халягачныр, подписывайтесь на канал Центра развития калмыцкого языка, делитесь видео, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии, ведь эти видео мы записываем для вас, и для нас очень важны ваши отзывы. Танрига көнлүлдүк, хальмыккелин үржилдин төв.